Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши добрые, хорошие комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Каких отношений хочет с вами загаданный человек? Пожалуйста, посмотрите на песочек. Представьте своего любимого человека, либо человека, который вас интересует. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите его по имени. Каких отношений ты хочешь или ждешь от меня со мной? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, давайте же посмотрим, как загаданный человек относится к вам и каких отношений он от вас желает. Да? Ну что, как он к вам относится? Ну, вы его звезда. Тут сразу идет. Она моя звезда, она мое все, она мое сердечко, она моя жизнь, она мое будущее, она мое дыхание, она мои крылья. Человек сейчас на данный период времени, вот момент просмотра этого гадания, и неважно, когда вы открыли это видео, неважно, когда оно было сделано, человек вам горит. Горит эмоциями и горит телом. Здесь, смотрите, и сердце, и крылья, и линия жизни. Понимаете, все здесь, да, и тоже вот оно, дыхание тоже его идет. Он вас души не чает. Вот есть такое состояние, да, это вот про вашего человека. Человек, который готов жертвовать собой ради вас. Человек, который готов за вас бороться. Вот видите, какой он с ножом в руках, да, с мечом. Человек готов бороться за вас, за ваше счастье и за ваше будущее, чтобы были вы вместе. Отбить вас ото всех врагов, защитить от всех мужчин, которые на вас там посматривают. То есть человек, который вот он немножечко эгоистичный, да, вот он хотел бы, чтобы вы были полностью его, принадлежали ему и сердцем, и душой, чтобы он был вот прям властелином вашего сердца, вашей жизни, таким, знаете, халифом. При этом человек, при этих его хороших качествах, он, скажем, такой мечтатель, и мечты у него, конечно, такие, знаете, тут 18+, причем с участием еще какого-то лица женской наружности. То есть у него есть какая-то фантазия. То есть смотрите, если вы блондиночка, то он хотел бы, например, попробовать втроем, вы блондиночка, кто-то брюнеточка, да, либо наоборот. То есть почему-то у него вот эта фантазия, вот на данный период времени, она постоянно, вот я просто несколько раз ее вижу, там где три человека занимаются, скажем так, интимом, да. Почему-то это для него очень-очень сильно важно, чтобы вот именно какая-то была разнообразная интимная жизнь, чтобы прям ого-го, да, реализовать какие-то мечты и желания. Каких отношений хочет? Хочет отношений, с одной стороны, с его стороны, скажем так, легких, а с вашей стороны, чтобы вы прям, я еще раз говорю, да, полностью ему принадлежали и там прям все ему рассказывали, докладывали, там по струночке ходили. То есть сейчас, на данный момент, я просматриваю именно его мысли к вам на данную минуту. Человек сосредоточен на том, чтобы быть вашим всем. Да? Он считает, что вы его все, и он тоже, да, для вас должен быть мое все. Но при этом отношение его к вам и то, что он от вас ждет, совершенно разные, неравнозначные. Вот абсолютно неравнозначные. Он такой думает: я мужчина, я там, в принципе, да, вот как мужчина, мне там доступны какие-то определенные радости жизни, которых я себя там лишать не могу, не хочу, и вообще, в принципе, это не нужно, да. И вообще, я мужчина, что мне себя менять, да. Жил, живу и буду жить. А вот она, женщина, она должна покоряться мужу. То есть, я не знаю, тут какой-то патриархат, что ли, идет, да. Она должна там
быть вот такой вот нежной кошечкой, домашней, там сидеть дома, закрытая, там, не знаю, борщи варить, там, детей растить, да, и ждать, пока там муж куда-нибудь сходит, там, наохотится, нагуляется и вернется. Хочет ли он с вами брака? Да, он такие мысли у него есть, он это рассматривает, но пока он не созрел, либо не готов. То есть даже если он хочет брака, то брак у него не цель, а возможность. Возможность, не знаю, там, удивить окружающих, какой-то праздник грандиозный затеять. То есть в этом аспекте он желает брака. Не в том, чтобы связать с вами жизнь узами законными узами, а наоборот, вот какого-то драйва, веселья. Вот в плане вот устроить большую громкую свадьбу. Вот это он хочет, да. Почему-то он так уверен, что вы от него никуда не денетесь, что вы к нему привязаны, что то ли у вас накануне какой-то разговор был, то ли вы ему как-то о себе что-то сказали, да, что я там, дескать, преданная, однолюбка, да, и мне никто другой не нужен. То есть почему-то он прям подрасслабился. Он очень счастлив от того, что вы в его жизни есть, но в то же время он, скажем так, он желает, чтобы вы принадлежали ему, но не желает полностью принадлежать вам. То есть, какой-то такой, знаете, детский эгоизм, что ли, да. Хочу эту игрушку, чтобы была только моя, моя, моя. У вас разное отношение к браку. Для вас брак — это святая обязанность, скажем так, да, цель в жизни, а для него это веселье и драйв. Понимаете, вообще по-разному вы смотрите на брак и на отношения. А знаете, кто-то есть, кто вам про этого мужчину сливает информацию и рассказывает, какой он на самом деле, да, что он не такой уж прекрасный, не такой уж там замечательный, и с ним что-то не то. Он вообще у меня идет как стрекоза, да, человек, который, как там стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела. То есть мужчина какой-то вот живет одним днем, он всегда при любых обстоятельствах на свои там хотелочки, желания. То есть он никогда себе ни в чем не отказывает, да? Ни в своих желаниях, ни в своих мечтах. Вот хочу, получаю, чего бы это мне не стоило. А что касается вас, то вы, конечно же, у вас мысли, очень много мыслей о семье, о детях, если они есть, если о родителях, о каких-то обязанностях, о работе. Мужчина в сравнении с вами просто, такой очень легкий, поверхностный, и у него в голове на данный момент только вот очень какие-то яркие эмоции, но они ничем не подкреплены, скажем так, да. Здесь еще такой момент идет, как это человек, он, понимаете, он по жизни танцует, он реально по жизни танцует, и вас он желает, еще раз говорю, привязать, да, а себя он считает, такой, знаете, вы вот у него кукла в руках, да, а он такой вот весь, что хочу, то и творю, да, куда глаза глядят, туда я и смотрю, то я и беру. То есть, возможно, что даже он флиртует с другими женщинами. Вы уж извините за такое предсказание, но такой момент я тут несколько раз увидела. Предпочитаю его не игнорировать. То есть, чтобы для вас не было этой неожиданностью, либо каким-то вот таким, неприятным подарком. Как он общается с этими женщинами? Да никак. Он просто, ему нравится вот этот драйв, ему нравится чувствовать себя каким-то там, не знаю, мачо. Что он еще нравится, особенно если мужчина возрастной, вот поверьте, вот хочется, чтобы особенно там женщины помоложе на него внимание обращали, то есть он за этим стремится. В принципе, наверное, хочется, чтобы все женщины внимание обращали. На самом деле у человека вот сова сидит. Сова, которая говорит о том, что он глубоко, кстати, в себе неуверенный человек, да, он прячет свои какие-то комплексы, зажимы за маской вот этой вот легкости, поверхностности, какого-то вот драйва. Это на самом деле все напускное у него. То есть, возможно, кстати, была такая ситуация, что у него были строгие родители, либо он там, не знаю, там бывший военнослужащий, как будто бы для него веселье было недоступно, да, вот легкое поведение недоступно было, и вот он себе разрешил, будучи там взрослым человеком, да, полностью там уйти в отрыв, нагуляться, там, не знаю, наутешаться, да, как это называется правильно, даже слов не могу подобрать. То есть хочется именно жить полной жизнью, дышать полной грудью. Что с этим человеком будет? Каких отношений он еще хочет от вас?
хочет, чтобы все шло как идет, чтобы вы, скажем так, были полностью его, но при этом от него ничего не требовали. Да, он планирует в будущем более-менее стать там серьезным, но опять же таки он себе говорит, что еще время не пришло, что я еще там должен то попробовать, это попробовать. Здесь дракон. Дракон перевернутый, и у дракона еще не выросли крылья. Понимаете, тут человек себя считает нереализованным. И он говорит, что ой, мне еще рано себя там губить, там, да, кому-то привязываться, а вдруг что-то вот у меня в жизни там выстрелит. Какие-то еще, знаете, у него в голове могут быть планы, мысли, горизонты новые, может быть там переехать куда-то, какая-то иммиграция. То есть какие-то планы он там грандиозные себе строит. И пока, например, браться за ум, это не входит в его план, в плане там отношений. Да? Этот человек может быть вашим мужем, понимаете, но при этом он не чувствует себя обязанным там полностью фокусироваться на вас и на вашей семье. Притом при всем, что чувства есть, эмоции есть. Вот как ни крути. Я не буду обманывать, я говорю, что вижу. Чувства, эмоции есть, но разные. Вы разные. По-разному вы воспринимаете и брак, и отношения. И опять же таки, да, вот мужчина требует от вас, при этом он считает, что он там, например, не должен давать, да, то есть если вы должны быть полностью ему преданы, то он считает, что там для мужчины допустимо, да, где-нибудь расслабиться, да, назовем это так. Но он себя балует, реально, он себя балует. Вот как хотите, балует он себя, может быть, где-то с друзьями, может быть, какими-то увлечениями. То есть считает, что ему все можно, что ему все дозволено, и так должно быть. Что хочет от вас? Хочет от вас, чтобы вы были рядом, чтобы любили, чтобы всегда 24/7 были готовы к любой его, там, не знаю, просьбе, предложению, желанию, там, да, вот такая вот прям палочка-выручалочка для него. Хотел бы, чтобы вы были более, скажем, такая самостоятельная, независимая, сами себя там могли и обеспечить, и отвести, и что-то для себя сделать. Да, там в доме, может быть, там мастера сами могли бы там догадаться вызвать, они ждали от него и не заставляли его, бедняжечку, вместо того, чтобы там с друзьями футбол погонять, да, там какие-нибудь гвозди в стену забивать. То есть такие моменты. Человек немножечко эгоистичный. На данный период времени, еще раз говорю, на момент просмотра этого видео, человек летает в облаках. Он вами восхищен, он в вас влюблен, но при этом он оставляет за собой вот такое огромное пространство для свободы, да, для каких-то своих свободных действий. И на данный период времени вот у него желание тешить именно себя, свое самолюбие. Что касается вас, конечно же, он судьбе благодарен за то, что встретил вас. Он считает вас вот такой, знаете, бедной овечкой, которую погладишь, она и улыбается, да, она и добрая, она твоя навеки преданная. Он, кстати, этому очень безумно рад. Конечно же, он ошибается в вашей характеристике, но тем не менее, человек такой, знаете, ну все мы, да, все мы иногда бываем эгоистичными, все мы иногда бываем при своих каких-то интересах. Судить его за это, он просто такой есть, таким вот он родился, таким пришел в этот мир и так себя пожить. Я вижу, что у него в прошлом что-то было, что-то в прошлом очень сильно повлияло на сегодняшнее его поведение. На самом деле человек, вот честно, он глубокий, но сейчас он почувствовал либо свободу, либо ушел в какой-то отрыв, и поэтому ведет себя так. Как он будет дальше проявляться? Ну, будем смотреть в других гаданиях. На самом деле, еще раз говорю, это момент здесь и сейчас, да, на момент просмотра видео. Он именно такой. Так что, мои дорогие, гадание свое я заканчиваю. Вам огромное спасибо за внимание. Не переживайте, ничего не думайте. Знаете, что на самом деле чувства есть, чувства прекрасные. И мужчина, понимаете, он собственник. Вот он собственник по отношению к вам. Какая вы к нему, это не тема, да? Но я думаю, что вы тоже иногда можете быть с коготками. Вот, я просто так немножечко маленький такой кусочек подсмотрела. Поэтому, мои дорогие, не расстраивайтесь, знаете, что мужчина вами дышит, а это самое главное. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.